Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Политика» с Георгием Яланжи. И сегодня мой гость – предприниматель Иван Недов. Здравствуйте, Иван Петрович. Добрый день. Иван Петрович, вас можно назвать последним из магикан, потому что вы занимаетесь производством, производите трактора, у вас есть сборочный цех. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня легко заниматься производством? Ведь сегодня в Гагаузии, да и в Республике Молдова больше распространена торговля, то есть купил, продал, а вам же нужно больше напрягаться, так скажем, больше вкладывать. Каково это сегодня? Ну, я вас чуть-чуть, Георгий, поправлю. Мы не последний из магикан, мы первые в Молдове. Это меняет ситуацию, потому что кроме нас производством сельхозтехники, именно производством тракторов никто больше не занимается. То есть мы Но раньше в Кишиневе был тракторный завод. Кишиневский тракторный завод, скажем так, ушел в историю. Но вы правы, сегодня заниматься производством очень сложно. И если сегодня не видят поддержку со стороны заинтересованности государства в этом, это реально, скажем так, практически невозможно. То есть это сразу можно сложить все, скажем так, опустить руки и прекратить. Сегодня действительно проще держать в офисе 2-3 менеджеров, которые будут заниматься торговлей, при этом иметь наценочку там, от 5 до 10%, и при этом не безбедно существовать, и, скажем так, при этом никакого развития Гагаузия не получит, потому что рабочих мест не будет и так далее. Вы сказали про офисы, и я хотел тоже в этом отношении высказаться. Сегодня молодежь больше хочет работать в офисах, под кондиционерами сидеть, там, за компьютером, какие-то вопросы решать. А вам нужно найти молодые кадры. Как вы с этим справляетесь? Действительно, молодежь сегодня хочет иметь, скажем так, длинный рубль, но при этом ничего не делать. И в этом, наверное, наше поколение виновато, потому что были тяжелые периоды, когда родители уезжали на заработки, дети оставались с бабушками, дедушками или вообще с родственниками, и при этом не получили того должного воспитания, которое получали, к примеру, мы, когда наши родители нас приучали к труду. И поэтому мы не боимся, скажем так, и метелкой подмести, и лопатой поработать, и при этом еще и мозги включать. Сегодня молодежь, конечно, по-другому, время идет вперед, интернет-технологии, можно видеть, скажем так, много перспективных вариантов деятельности в том, что просто сидеть и торговать теми же самыми биткоинами, пытаться там, то есть это сегодня можно перед компьютером, не парясь, грубо говоря, что-то заработать и при этом существовать. Но сегодня, кроме того, что там есть компьютер, есть интернет, еще нужно вечером, вернее, утром завтракать, в обед обедать, и вечером ужинать. То есть кто-то должен работать на поле. И сегодня мы, увидев эту проблему, которая назрела уже давно, мы, кроме того, что мы собираем трактора, кроме того, что мы ремонтируем технику, которая у нас обслуживается, мы еще и учим специалистов, то есть слесарей механосборочных работ, которые очень надеемся, что в конце учебного процесса останутся частично у нас и частично и пойдут, к примеру, те же станции техобслуживания в Камрате, в Вы сейчас рассказываете о дуальном образовании, которое вы совместно с ПТУ Чедарлунги, да? Мы, совместно с училищем. Профучилищем Чедарлунген вошли в проект дуального образования, то есть в систему, как у немцев, и это успешно. То есть в прошлом году был первый выпуск, в этом году будет второй выпуск, то есть 25 студентов каждый год выпускаются по этой специальности. Они проводят свой учебный процесс, 70% у нас своего учебного времени проводят у нас на производстве, и только 30% за партой. Это дало, скажем так, свои очень большие плюсы. То есть реально молодой человек видит, чем он будет заниматься. То есть что такое железо, как им пользоваться и с какой стороны подойти. И сегодня они могут спокойно, когда собирают тот же свой трактор, второй курс, они, выгоняя свой трактор с цеха, для них это гордость. Что он собрал, вот он выгнал свой. То есть мы даем такую возможность студентам вывести свою технику с территории цеха. Есть ребята, которые остались у вас работать? Да, есть Какую ребята. зарплату вы можете им предложить? У меня минимальная заработная плата 4200 лей. Дальше уже зависит все от него. Он может и 5 заработать, и 6, и 7. Вот. Есть ребята, которые зарабатывают иногда и 10 тысяч лей в месяц. То есть это вот есть, к примеру, объем работ, которые они могут освоить и при этом получить свою зарплату. Что собой представляют трактора, которые уходят из вашего цеха? Потому что очень много спекуляций по этому поводу. В какой степени они гагаузские, в какой степени они белорусские?
Ну, я повторюсь, учитывая то, что я выступал уже на ГРТ, и раньше были передачи совместно с профучилищем, с руководством профессионального училища, выходят точно такие же трактора, как они выходят с конвейера Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Это трактора малой и средней мощности, то есть которые имеют от 36 до 63 лошадиных сил. Трактора, которые используются в садоводстве, то есть от 15 до 50 гектаров земли, если имеет крестьянское хозяйство или же предприниматель имеет такую площадь, то он свободно нашими тракторами обрабатывает данные площади и при этом несет намного меньше расходов, чем он при этом сделал бы с более мощными тракторами, которые сегодня у нас, скажем так, накатаны, это МТЗ-82 там, и так далее, большей мощности. Трактора, мы получаем тракторокомплекты, которые прописаны по регламенту, согласно межправсоглашения между Молдовой и Белоруссией. То есть есть таможенное соглашение у нас, где прописано все до последнего винтика, в какой форме, какой упаковке, в каком регламенте она должна к нам поступать и что мы должны дальше делать. То есть мы делаем крупноузловую сборку, мы получаем тракторокомплект в разобранном виде, мы его здесь собираем. И получается цена трактора здесь и цена трактора в Белоруссии одна и та же. Вот и все. Я очень часто слышал упреки в ваш адрес, в том числе от имени вашего депутата от вашего села, в том, что ваше производство на самом деле это фикция, что у вас на самом деле производства нету, что вы завозите готовые трактора и продаете их в качестве дилера по Республике Молдова. Ну, учитывая то, что наш депутат Сергей Константинович Чимпаеш проживает от нашего цеха где-то 800 или 900 метров, его дом находится от нашего цеха. Последний раз он был у нас в 2006 году, когда мы выпускали первый трактор наш Т-180 КМ-01, это мощностью 180 лошадиных сил. После этого он, как наш депутат, как житель нашего села, ни разу не был на нашем производстве. 13 лет назад это было 13 лет назад, сегодня это есть сегодня. И поэтому сегодня просто его его пиар о том, что нету производства, о том, что это фикция и так далее, это просто его такой пиар, и он хочет очернить то, и при этом мой коллектив очень недоволен тем, как он, не зная, по слухам, что кто-то ему что-то сказал, и какую-то бумажку ему дали, и он чем-то размахивает, что мы завозим целые трактора. Да, Сергей Константинович, мы завозим и целые трактора, но 98 тракторов с нашего конвейера вышли собраны от нас, а 15 тракторов мы завезли по заказу, это большие трактора, на которых у нас нет лицензии на сборку, мы завозим полнокомплектным, потому что мы дилеры МТЗ. И спекулировать на том, что это фикция, там, или же нет никакого производства и так далее, просто с его стороны глупо. В прошлом году, только за прошлый год, мои работники посчитали, что у нас было около 29 съемок нашего производства, в том числе и ваша, скажем, студия тоже приходила, снимала и так далее. Приезжали белорусы, приезжали европейцы, россияне, все снимают, всем все видно. Скажем так, почти все правительство было у нас в гостях, посещали наше производство. Депутаты парламента посещали наше производство. В конечном счете получается, что неправду говорит и наш президент, и президент Беларуси тоже говорит неправду. Как-то немножечко не увязывается, что все об этом говорят, только один Чимпаеш не верит в это. Иван Петрович, белорусские ваши партнеры довольны сотрудничеством? Есть ли перспективы расширения производства и рынка, допустим? Насколько востребованы сегодня трактора, которые вы производите? Проведу маленькую статистику, что до 2015 года специалистами Беларуси, то есть Бобруйского завода тракторных деталей, мы перед тем, как начать данное производство, провели анализ. Они приехали, обошли все регионы наши и изучили рынок. И получилось, что до 2015 года таких тракторов за 5 лет было продано 5 единиц. 5 единиц. С 2015 года, вернее, с 2016, потому что наш проект стартовал 2 ноября 2015 года, это когда был первый экономический форум у нас. С 2016 года 98 единиц. То есть для завода это очень большой прорыв, потому что они увидели, что рынок Молдовы очень насыщен техникой, как европейской, как азиатской, даже турецкая есть попытки, турецкая, все, то есть маленькая Молдова, но тут представлены все производители тракторной техники.
Иван Петрович, я удивлен тем конфликтом, который есть между вами и депутатом Сергеем Чимпаеш. Вы оба живете в селе Тамай, оба являетесь предпринимателями. На чем основан ваш конфликт? Из-за чего? В чем причина? А дело в том, что я и не конфликтовал, это просто он хочет сегодня выдвигаться в Башканы Гагаузии. Это программа, которую реально привезла Ирина Федоровна Влах. Она была, после того, как в 2015 году стала Башканом Гагаузии, она была на на встрече с президентом Белоруссии. Она привезла этот проект с Белоруссии. Она поручила этот проект нам. Мы этот проект, скажем так, совместно раскрутили, то есть потому что без исполкома я бы не смог достичь таких результатов. Без команды исполкома я не смог бы всего. Я получил огромную поддержку со стороны Ирины Федоровны, потому что данный проект сегодня реально работает, и это бесит Сергея Константиновича, потому что сегодня все, что... Да не только мое производство, он сегодня хает все, что работает, все, что действует. То есть его Иван цель Петрович, очернить. он же тоже предприниматель, его же не чернят. Как говорится, кто на что способен. Сегодня мы не трогали его, мой коллектив не трогал его производство. Я же сегодня не говорю о том, что у него 150 человек идет на работу, которые не оформлены на работе. Я могу даже привести маленькую статистику, что при Формузале он платил намного больше налогов, чем сегодня. Статистика. У нас при Марии висит большой стенд. Я еще председатель сельского совета. Большой стенд, где все предприниматели, которые на территории Тамая находятся, сразу такая большая таблица, где написано, кто сколько налогов платит. Так в 2013 году Сергей Константинович заплатил 223 тысячи налогов подоходного со своих работников. В 2014 он заплатил 120. В 2015 заплатил он 80, а в 2016 заплатил 40 тысяч на 800 гектаров садов обрабатываемых. То есть там, если грубо, минимально наш бюджет потерял 500 000 лей, а по максимуму 1,5. То есть человек, который сегодня не платит налоги, убегает от них. Люди, которые возмущаются, почему мы расписываемся в 3 или 4 ведомостях при получении зарплаты, они на следующий день говорят, можете не выходить на работу, вы нам не нужны такие умные. Это говорит народ, с которым мы сегодня общаемся, и они просто вытаскивают все наружу. Потому что сегодня людей интересует и то, что мало того, что я сегодня получу свои 150 лей в день, да, он четко, снимаю шляпу, выплачивает еженедельно зарплату работникам наличкой. Выплачивает, но при этом налоги не платит. Но сегодня он получает эти 150 лей, он решает свои сегодняшние проблемы. Но пройдет 20 лет, надо выходить на пенсию. Откуда мы будем брать эти деньги, чтобы потом этим же людям заплатить пенсию? Та же медицина и так далее. То есть они не имеют никакого соцпакета. И сегодня он хочет быть башканом. Я просто говорю, что Сергей Константинович, вы нас возвращаете к 90-м годам, когда мы все этим занимались. И никто этого не скроет. Сегодня вы просто дербаните нашу Гагаузию в том плане, что вам нужно просто хаос и мутная вода. Никакой программы нет у него. Ничего он не сделал в селе Тамай. Он 12-й год у нас депутат нашего села, 12-й, 3-й созыв. И ничего не сделано. Тротуар же сделан. Что касается тротуара, уважаемые жители Гагаузии, чтобы вы все знали. Тамайцы, в принципе, уже большинство тамайцев об этом знают, и говорю всей Гагаузии. Когда в 2010 году прибыло это гуманитарное топливо, то многие предприниматели взяли, получили топливо себе в долг взяли топливо, чтобы обрабатывать земли и так далее. Не исключением явился и наш Сергей Константинович. Он получил 100 тонн топлива дизельного с расчетом на то, что он по истечении 4 лет вернет либо топливо, либо стоимость этого топлива. В конце 2014 года, когда надо было возвращать это топливо, которое пришло с Российской Федерации, они переиграли в исполкоме ситуацию. И через народное собрание, учитывая то, что он был депутатом, взял эту сумму на себя и вернул Тамаю тротуарной плиткой. При этом 1 360 000 лей, которые он должен был возвращать, и взять 3000 квадратных метров нашей тротуарной плитки, которая стоит 720 000 лей, разница осталась в его же общественной организации, которую он открыл для того, чтобы построить тротуар. Да, хочу сказать, что один плюс в этом есть, что он организовал строительство этого тротуара. Но деньги на тротуар дала Российская Федерация. Да, деньги на тротуар через
которые прибыли с Российской Федерации, Народное собрание выделило именно Тамай. Вот это его плюс в том, что он сделал для Тамая. Но при этом он играет на этом, сыграл на том, что вот тротуар построил, стал, еще раз пропиарился и стал депутатом 3-й раз. Вот и все. То есть тротуар, по большому счету, построила Российская Федерация. Он только организовал строительство. И при этом еще успел заработать. Иван Петрович, на этих выборах вы являетесь доверенным лицом Ирины Влах, если я не ошибаюсь. Да. В то же время из вашего родного населенного пункта тоже есть кандидат Башкана. Я в этой ситуации тоже был в 2015 году, когда из моего родного села Копчак тоже был кандидат, но я не был его сторонником. Как вы думаете, в этот раз сработает ли в вашем селе, если можно так сказать, местечковость, что ли, что вот кандидат из нашего села, значит, нужно за него 100% проголосовать? Я думаю, что нет. Люди прекрасно увидели. В Тамае вообще бытует мнение. Почему наш депутат ни разу не отчитывался? Вот играет вот такое мнение о том, что тем, кто за него, в принципе, он всегда выигрывал считанными голосами. Даже когда я предвыборный кандидат, то есть он выиграл у меня тогда на 38 или 40 голосов. То есть 50 на 50. Вот у него бытует такое мнение, что те, кто за него голоса не давал, он не обязан отчитываться, а те, кто дали за него голоса, он с ними рассчитался. То есть он, в принципе, купил себе свои голоса. Поэтому сегодня Тамай за него навряд ли проголосует. Я понимаю, что работники сада, они, в принципе, вынуждены будут либо промолчать, либо согласиться с тем, чтобы типа не потерять работу. Еще раз уверяю вас, уважаемые жители Тамая, который работает в этом предприятии, никто вас не выгонит, потому что сады нужно обрабатывать. Сегодня работников не хватает во всех организациях Тамая, потому что Тамай сегодня самое промышленное село в Молдове. И работники нужны как в моем предприятии, как в Тамай Винексе и в других предприятиях. У нас сегодня дефицит рабочей силы. Поэтому никто вас не выгонит. И вы будете также работать, также обрабатывать земли. И при этом бояться этого не надо. Просто отдайте свой голос за того, за кого считаете нужным. То есть вы сегодня увидели реально, что сделано было за 4 года в Тамае. Вы прекрасно знаете, что Ирина Федоровна 4 года назад начала с чистого листа, не охаивая ни одного своего, скажем, оппонента. При этом и не копалась в предыдущих грехах, скажем, предыдущего Башкана. Она просто начала с чистого листа, она показала свою работу. И сегодня это многим не нравится. Вот. И сейчас дальше она тоже, даже в этой выборной кампании, я сейчас не занимаюсь охаиванием Сергея Константиновича, я просто говорю то, что он заслужил. Вот. И сегодня она не охаивает ни одного своего оппонента. Вот. И идет просто вперед, смотрит вперед и идет вперед. Вы участвовали в дебатах на одном из информационных порталов, где должен был быть тоже кандидат Башкана Сергей Чимпаеши. Ну, как известно, он отказался или что? Почему не пришел? Он не явился. И при этом не объяснил причину своей неявки. Никак не объяснил? Никак не объяснил причину своей неявки, поэтому, хотя по пути в студию я с ним встретился, он был в селе Тамай. Просто, наверное, не изъявил желания. Поэтому комментировать не могу. Смотрите, вы первый предприниматель в Гагаузии, который реализовал с 2015 года инвестиционный проект. Ну, какое-то количество рабочих мест вы обеспечили в селе Тамай. В Камрате тоже открылось крупное производство, там более 1000 рабочих мест. Но как в ваш адрес, как и в адрес того предприятия, которое работает в Камрате, постоянно льется информационный поток, критики, постоянно критикуют. Вроде бы на словах все поддерживают создание рабочих мест, развитие экономики, привлечение инвесторов международных. А почему так происходит? Постоянно критика. Там неправильно, здесь неправильно, там потратили, здесь предоставили место. Ну, давайте начнем с того, что сегодня создать рабочее место – это очень сложный процесс. Сегодня очень сильная миграция самих работников. То есть он пришел, пару месяцев поработал, где-то ему предложили, может быть, лучшие условия, или же за рубежом. Он бросает, уходит, и сегодня вот вернуть вот эту ситуацию обратно. Сегодня они хотят этих рабочих мест только те, кому надо, чтобы был в Гагаузии хаос, чтобы была мутная вода. А в мутной воде проще рыбу ловить. То есть бардачок должен быть. Вот они этого и хотят. Вот должен быть бардак. Сегодня, я откровенно скажу, что только с приходом Ирины Федоровны и ее команды, вот я с 90-го года, скажем так, занимаюсь предпринимательством, и сразу скажу, что была власть, и был бизнес, и народ.
Сегодня власть опустилась до уровня народа и бизнеса. Сегодня, я не скрою, и многие это говорят, что сегодня исполком вошел в доверие к бизнесу, поэтому у нас в 2 раза увеличились поступления. Мы начали платить налоги, потому что мы поверили в то, что если мы будем платить налоги, нам за это ничего не будет. Раньше этого не было. Раньше было совсем по-другому. Раньше была власть, которая сверху смотрела, как боги, на своих рабов. Вот. И мы были. И при этом мы все время оглядывались, а что мне будет за то, что я сделаю вот это или вот это. И при этом знали, что придет проверка и сгреют хорошо. Вот были, скажем, свои и были чужие. Это мы хорошо, я ощутил за период башканства Михаила Макаровича. Кстати, он тоже высказывался в адрес вашего предприятия. С чем это связано? У вас с ним какие-то натянутые отношения были? Абсолютно. Он тоже был один раз у нас в 2010 году, когда баллотировался на 2-й срок. Да, в прошлый раз я не сказал, мои работники меня упрекнули, что сейчас скажу, что в 2010 году, когда он был на нашем производстве, он сидел на тракторе, за рулем, все, ему все нравилось, все это самое. Он даже сказал, что выберите меня на 2-й срок башканом, я вам на развитие даю целый 1 000 000 лей. Вот мои работники помнят этот миллион, но миллиона по сегодняшний день нету, то есть были только слова. И он был 1 раз за 8 лет. При этом каждый день проезжал через Тамай в Камрат и обратно. То есть он жил в Чадарлунге. И это не красит. Хотя Ирина Федоровна минимум раз в квартал, она у нас на производстве, представителей всяких комиссий, туристов и так далее было море. Представителей съемочных групп тоже было море. И мы реально видим ту поддержку, которая была. По крайней мере, моральная поддержка, которая дала нам шанс, скажем так, не уйти в тень, а открыто работать. И сегодня это получилось у нас. Иван Петрович, бытует такое мнение, что в Молдове рискованно создавать бизнес. Но в то же время в Гагаузии последние годы запускаются экономические программы по поддержке малого и среднего бизнеса и крупного бизнеса. Там выдаются гранты безвозмездные, потом выплачиваются по 3000 лей, по-моему, за каждое новое рабочее место. Или планируют, или я могу ошибаться. В общем, субсидируются все отрасли, и промышленность, и сельское хозяйство. В то же время сегодня ставится задача создать 5000 рабочих мест в ближайшие 4 года. Как вы думаете, это реально? Это реально. Я начну с чего, что есть такая крылатая фраза у Ирины Федоровны: деньги любят тишину. Вот 4 года в нашей Гагаузии была тишина. За эти 4 года... я бы не сказал, что тишина. Я имею в виду в экономическом плане тишина. Я сразу скажу, в политическом не так тихо было. Почему я до этого говорил, что власть опустилась на уровень народа и начала общаться с народом, и мы поверили в эту власть. Поэтому вот эта вот экономическая стабильность, вот эта тишина для инвесторов, которая нужна всегда осматриваться. Там, где стреляют, туда деньги не вкладывают. Мы все это прекрасно знаем. Вот. И сегодня та политическая стабильность, которая была в Гагаузии, и та поддержка даже наших с Молдовы, то есть президенты и так далее. То есть мы это видим, и сегодня нас видят, нас знают, нас слышат, и нам хотят помочь. И поэтому сегодня, создав эти рабочие места, которые обещали, они созданы. 5000 рабочих мест мы создадим, потому что многие уже не хотят на заработки. Просто не хотят. Они хотят здесь нормально работать. И это будет, это реально, чтобы создать данные рабочие места. И тот амбициозный план и программа Башкана на следующие 4 года, это реально. Потому что даже наше производство в программе предыдущей Ирины Федоровны не было. Она, скажем так, всплыла спонтанно и при этом реализовалась, и не надо было готовиться к нему годами и так далее. Не было в программе создания производства тракторов Беларусь. То есть мы можем говорить, что в экономике Гагаузии за эти годы лед тронулся. И вы думаете, да, что перспективы лед есть? Тронулся, перспектива есть. Мы получили 2 гранта. То есть мы обновили оборудование свое. Покрасочная камера, она лучшая и единственная по Гагаузии, даже может быть на юге Молдовы. Другое оборудование. Сейчас мы будем строить, скажем так, до августа месяца мы должны построить новый цех по сборке, потому что мы должны разделить производство харьковских и белорусских тракторов. То есть идет развитие. И мы еще будем собирать именно наши
сельхозинвентарь, то есть те же культиваторы, плуги, бороны и так далее. То есть, потому что сегодня субсидирование, которое вы сейчас затронули вопрос, Да, плюс 20% планируется. субсидирования товаров, которые куплены здесь в Гагаузии и произведены в Гагаузии, это очень большой стимул. Первое время не верили наши предприниматели, но когда начали получать, сказали, да, нам это интересно, потому что сегодня, покупая наш трактор, это 55% в общей сложности субсидий на этот трактор. То есть 55% скидки на трактор, это за полцены купить трактор. Сегодня нам наши, скажем так, молдаване очень сильно завидуют. Очень сильно завидуют. Но для них 35%, то есть плюс 10% за то, что это фабрикаты Молдова, тоже очень существенное подспорье. Иван Петрович, действительно, Тамай промышленное село. Есть и винодельский завод, и консервный завод, и тракторный завод, и сады есть. И молочное производство, и парфюмерное производство у нас есть. То есть у нас затронуты все отрасли народного хозяйства. Да, а почему в других населенных пунктах Гагаузии, тоже крупных населенных пунктов, ну как-то не развито это, что ли? Больше предприниматели стараются обрабатывать землю. Проще всего, наверное, обработать землю и как бы все спокойно себе. Сезон прошел, все, ты отдыхаешь, а здесь постоянный риск. Почему нет в других селах тоже такой жилки, так скажем? Давайте я приведу, наверное, маленький пример того, что, будучи, к примеру, на стажировке в Германии, я посетил завод Форшит. Комбайны МДЕ 517, 527 и так далее. То есть оно находится посреди 3 сел. Жители 3 сел немецких работают на этом заводе. То есть это за большой сборочный цех, куда завозятся все комплектующие, там собирается комбайн. Сегодня у нас, скажем так, нельзя разместить такое же производство, к примеру, в Вулканештах, то есть размножить его. Размножить, значит разорить все. Сегодня надо просто смотреть, насколько это, скажем так, нас хватает на всю Молдову. Были бы заказы, мы можем производить, и, скажем, в месяц и 30 тракторов. Были бы заказы, этого хватает. Сегодня, наверное, надо проще посмотреть, что учитывая то, что в программе Башкана есть строительство всех дорог ко всем населенным пунктам, сегодня добираться на работу тяжело. Если даже пустить тот же троллейбус беспроводной с Камрата в Чадолунги на Вулканешта, например, по одному, и при этом знать график движения этого транспорта, который будет, работник будет четко знать, что он в это время сел, через 15 минут он на рабочем месте. Потому что сегодня добраться с центра Тамая ко мне на работу, это 15 минут ходьбы. С Чадолунги ко мне на работу тоже 15 минут, но на транспорте. И сегодня нужно решить вопрос, в первую очередь, именно с логистикой, чтобы добирались люди на работу. И если он специалист какого-то профиля, и он знает, что мое рабочее место именно в Камрате, там я буду, неважно, где он спит. Это не проблема. Это не проблема сегодня. Важно, что он хочет заниматься своим любимым делом, и это любимое дело находится вон там, куда он может свободно добраться. Завершающий этап башканских выборов в эти дни, последние дни остаются считанные дни до голосования. Что вы можете сказать о поведении других кандидатов в Башкан? Ну, двоих мы уже затронули, как бы. Как мужику стыдно, чисто за мужчин стыдно, что, ну, будьте чуть-чуть, не копайтесь в грязном белье. Ну, некрасиво, неэтично. Никогда человек, который начинает свою, скажем так, любую карьеру, пускай она будет политическая, пускай она будет, начинает с охаивания своих оппонентов, ничего хорошего людям не принесет. Ничего хорошего. Ждите только грязь, и потом в конце, если он вдруг станет башканом, к примеру, наш же Чимпаев вдруг станет башканом, то через 4 года он обвинит весь народ в том, что его не поддержали, его программу. У него были идеи, только его мозгу, то, что у него есть. Он ничего не пишет, никаких программ не выставляет. Он говорит, мы должны жить хорошо. Да, должны. Как? Покажи. Покажи, что сделал. Покажи, что сделал. И потом скажи, как дальше будешь, что будешь дальше делать. Сегодня этого нет. Сегодня они пытаются просто очернить, охаять, чтобы на этой грязи встать на этот пьедестал. Но будет просто одна грязь. Надо сегодня показать реальные дела. То, что было до 2015 года, были реальные дела Ирины Федоровны. За эти 4 года были реальные дела. Даже если они сделаны на 98% хорошо и на 2% плохо, надо видеть 98% хорошего, позитивного, что реально наша Гагаузия стала в другом облике, стала светлее, чище. И
Это неоспоримый факт. И как бы они ни хаяли, они хают сами себя. Вот и все. Жить в Гагаузии, работать в Гагаузии, такой лозунг я увидел в городе. Как вы к этому относитесь? Я тоже живу в Гагаузии и работаю в Гагаузии. Что я герой из этого, что ли? Это не... Да, все мы живем в Гагаузии. И сегодня я иногда даже говорю ту фразу, что вот многие уезжают на заработок не от того, что не от хорошей жизни. А мы что, от хорошей жизни не от того, что они не любят здесь? Гагаузию. Вот. Просто говорю, что здесь раньше работать и жить в Гагаузии это был подвиг. Это был подвиг, который, скажем так, требовал очень большого мужества, потому что сохранить здесь семью, сохранить дом и так далее, при этом пытаться на ту мизерную зарплату работать и так далее, и все это содержать, это подвиг. Сегодня мы разбаловали своих, да, многие слой нашего населения, работоспособный, который уехал на заработки, остался жить там, уже освоился и так далее. Мы, конечно, хотим, чтобы они вернулись. И мы будем всячески прикладывать усилия, чтобы они реально вернулись обратно. Но это, скажем так, 50 на 50, вернется или не вернется. Потому что дети в школу пошли, учатся и так далее, каждый уже освоился. Но есть львиная доля наших же граждан, которые сегодня готовы вернуться. Есть разделенные семьи, там есть жены, дети здесь, а он там работает. Да, то есть он на заработках, и он знает, что вот обучу студента и вернусь домой, потому что уже устал бегать на заработках. Жизнь уходит. Жизнь уходит. Иван Петрович, если у вас есть что-то добавить ко всему сказанному или сделать обращение к жителям Гагаузии и жителям села Тамай, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Спасибо. Уважаемые жители Гагаузии, я вас всех призываю, 30 числа проявите свой патриотизм. Сделайте то, что подскажет вам ваша душа, и вы будете довольны тем, что вы сами отдали свой голос за того кандидата, который считаете нужным. Я вас призываю отдать свои голоса за Ирину Федоровну, потому что от нее мы видели за эти 4 года только хорошее. Она единственный кандидат, который не боится и всегда выходила навстречу людям, показывала своим примером, как нужно идти вместе с Гагаузией, как нужно любить Гагаузию. И она действительно любит Гагаузию, она вместе с нами, она всегда за нас, и она всегда будет за нас. Спасибо, Иван Петрович, за интервью. Уважаемые зрители, я напоминаю вам, что вы смотрели программу «Политика» с Георгием Меланжи. Следите за новыми выпусками на моем канале в YouTube, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь. Спасибо.